В день празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых открывает выставку из фондов под названием «Земля и люди Казахстана». На ней представлено около 30 живописных и графических произведений 17 авторов. Все они – известные казахстанские художники современного независимого Казахстана и ведущие мастера советской эпохи. Изобразительное искусство Казахстана 20-21 веков представляет собой яркое и самобытное явление мировой художественной культуры. За более чем вековую историю становления и развития в рамках Национальной изобразительной школы было создано огромное количество произведений живописи, графики и скульптуры. Созвучные общемировым проблемам и темам, все они, каждая по-своему, раскрывают волнующие душу степного человека образы и сюжеты. Издревле великие акины воспевали красоту и величие родной природы. Слушая народные мотивы дамбры, представляешь себе огромные степи, колышущиеся от вольного ветра степные травы, всадника на лихом коне, летящего на нем, как на крыльях, к солнцу. Широко раскинулся Казахстан, сказочно богатые недра древнеказахской земли углем, нефтью, золотом. Но самое главное богатство нашей страны – это люди, ее населяющие, а человеческая красота ярче всего раскрывается в труде. Все, что нас окружает, было создано природой и руками человека. И не случайно через все творчество как советских, так и современных художников проходит образ человека-созидателя, человека-творца. К теме человека труда, рассказанной лаконичным языком графики, нас обращает творчество заслуженного деятеля Казахской ССР, одного из старейших казахстанских художников Константина Яковлевича Баранова. Из-под влияния выдающихся художников первой половины XX века Владимира Андреевича Фаворского, Алексея Ильича Кравченко, Петра Николаевича Староносова, Константин Яковлевич освоил художественный язык гравюры и достиг в своих произведениях виртуозности, увлекательной зрелищности, взволнованной эмоциональности образов. Его графические листы «Утро целины», «Ремонт сетей», «Рубачка», «В саду» пронизаны искренним отношением, ощущением радости, полноты жизни, исполнения надежд. Тему индустриализации, масштабных строек, промышленных гигантов развивает в своей работе строительство Коксахима мастер станковой графики, заслуженный деятель Казахской ССР Александр Петрович Дроздов. В фондах музея хранится свыше 20 работ мастера, одна из которых представлена на выставке. Совершенно другой подход к теме человека труда у павлодарского художника Александра Ивановича Бибина. Литографские листы «Бежит ребенок в мою степь» и «Утро» лишены какого-либо пафоса, проникнуты теплой радостью и светлым лирическим настроением. Теме сурового труда металлургов посвящена работа Петра Антоненко «Портрет медиплавальщика Виктора Журавлева». Фигура рабочего окружена раскаленным маревом от плавильных печей. Кажется, сам воздух подобен кипящему рычагу жидкого металла. И среди этого жара и огня изображен человек-труженик, профессионал в своем деле, сильный и выносливый. Мирному труду на колхозных полях, трудовым будням посвятил свое монументальное полотно сбору урожая и наш земляк, старейший семипалатинский художник Григорий Тимофеевич Шереметьев. Бескрайние просторы хлебных полей показаны здесь эпическим размахом. Для живописца, изображающего труд колхозника, поэзия и красота в самом цвете золотистого, тянущегося до линии горизонта пшеничного поля с новым урожаем, спелого, только что намолоченного зерна.
произведении Медео заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Андрея Андреевича Дячкина воплощены мощь и величие природы в единстве, с которой сосуществует человек. Творчество художника отмечает глубокая поэтичность. Даже в работах, принадлежащих к направлению социалистического реализма, передающих ритмы современной жизни, ощущается наполненность лирическим восприятием действительности. Объективизм мироощущений в его произведениях сочетается с задушевной, мягкой интонацией повествования. Воспеванию жизни родной земли и ее людей семипалатинский художник Владимир Ильич Третьяков посвятил монументальное полотно «Чабанские будни», повествующие о нелегком труде степняков-животноводов. Еще один наш земляк, молодой художник Анварбек Шиниязов, более известный зрителю своими пейзажными полотнами, обращается к теме труда в графическом листе рабочей по дорожной карте. Перед нами изображение молодого человека рабочего, присевшего на землю передохнуть после тяжелой смены. Портрет современника показывает нам, как живет сейчас человек рабочей профессии. Никакого пафоса героики труда, приподнято-радостного настроя, присущего произведениям художников соцреализма. На смену человеку-символу, поставленному обществом на высокий пьедестал, приходит живой человек со своим особенным внутренним миром. Светлым лирическим настроением наполнен портрет Минзипапа, известного семейского художника, председателя городского отделения Союза художников Казахстана Төлеуғазы Жуванышева. Сдержанный теплый колорит работы хорошо оттеняет мягкие черты лица женщины. Приветливая полуулыбка и спокойная поза – все это подчеркивает скромность, открытость и доброту женщины. Так уж вышло, что самый казахский по своим работам художник был русским по происхождению. Конечно же, это было бы невозможно без любви к красивой девушке-казашке Гульфайрус Исмаиловой. Благодаря ей он покинул Ленинград, где был на особом счету по уровню своего таланта. Приехав на родину своей жены, он глубоко проникся необыкновенным колоритом, культурой, народом и обычаями. Все работы заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, народного художника Казахстана, лауреата Государственной премии имени Чуканова-Алиханова Евгения Матвеевича Сидоркина отражают сильные чувства и уважение к новой для него культуре. Его графические фигуры с выразительными черными силуэтами и белыми линиями, твердые и пластичные одновременно, фактурные и композиционно смелые. Триптих на земле казахстанской включает листы алматинские яблоки, металл, хлеб, посвященные Тимиртауской магнитке и хлеборабам Казахстана. Сюжетные композиции семипалатинского художника Нурбулана Утепаева, исполненные тушью и пером, отражают метко подсмотренные автором сценки казахского быта. С любовью и особенной теплотой относится художник к героям своих произведений, старикам, детям, простым людям, живущим и работающим на своей земле. Белая пшеница, аксакалы. Особым пристрастием Нурбулана Нугмановича является пейзаж. Просторы казахстанской земли запечатлены в акварельном листе лето. Под высоким лазурным небом с белыми купами облаков легкой волной проходят гребни сопок. Их цвет меняется от охристо-коричневого до голубовато-фиолетового у горизонта. Степь покрыта свежей зеленью. Ровный зеленый ковер, созданный мягкими заливками цвета, оживлен цветными пятнышками полевых цветов и трав. Природа предстает в своем первозданном виде. Легкость и прозрачность акварели придают листу ощущение свежести и чистоты.
Пейзажная живопись представлена и композицией «Безветрие» Нурбека Нурматовича Тансыхбаева. Для его работ характерна эпическая монументальность, воплощающая идею гармонии человека и природы. Художник любуется горами, окаймляющими берега, плавно несущие свои воды реки. Он находит особую красоту в ритмах строений, созданных человеческими руками. Это особое ощущение величия и покоя. Взглянув на работу всех этих мастеров, можно не только прочувствовать мощь, силу духа людей, создававших фундамент сегодняшнего Казахстана, но и осознать горячую, самоотверженную любовь художников Казахстана к родной земле и ее людям.